Я рад приветствовать на сегодняшнем матче четвертого тура женского чемпионата Беларуси по футболу сезона 2021. Сегодня встречается женская футбольная команда «Динамо БК» и женская футбольная команда «Неман Грозно». Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной игры, и желаем удачи обеим командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Партнерами и спонсорами футбольного клуба «Динамо Минск» являются Белтелеком, Минскромстрой, Монстра Групп, Тубиком Логистик, Ауди, сервисный центр ВИП. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Дмитрий Жашовский, помощники Игорь Харитонов, Артем Литнянин, Никита Кабак, инспектор матча Борис Ковалевский. Главные тренеры определили следующие стартовые составы. Гости, женская футбольная команда «Неман», номер 88 Виктория Авдейчик, вратарь команды, номер 7 Татьяна Барташевич, номер 11 капитан команды Екатерина Дудкова, номер 12 Татьяна Кенда, номер 14 Джульетта Нана, номер 17 Виктория Вильман, номер 18 Полина Талватова, номер 22 Каролина Житко, номер 23 Дарья Татарин, номер 33 Муса Жуленко, номер 55 Татьяна Логинова, номер 91 Геннадий игроки, Екатерина Ковальчук, номер 8 Наталья Качан, номер 15 Анжелика Петелакина, номер 19 Мария Сороколетова, номер 20 Анастасия Осташевич, номер 21 Эмилия Солитовский, главный тренер команды Екатерина Дудкова. Хозяева, женская футбольная команда «Динамо БК», номер 91 Екатерина Улатевич, вратарь команды, номер 4 Анастасия Слопакова, номер 6 Владимир Табда, номер 11 Юлия Дудин, номер 14 Карина Манжелик, номер 18 Виктор Николаевича, номер 20 капитан команды Виктория Казакевич, номер 22 Анна Пилипенко, номер 25 Любовь Крамалевская, номер 88 Надежда Шульце, номер 99 Анастасия Нижник, запасные игроки, номер 12 Наталья Лукьянова, номер 5 Виктория Валюк, номер 10 Дарья Стишко, номер 15 Анастасия Новикова, номер 19 Рода Малаухи, номер 21 Анастасия Попова, номер 41 Валерия Карачук, главный тренер команды Юрий Мадей. Мы рады приветствовать на сегодняшнем матче всех игроков, судей и персонал команд. Уважаемые зрители, просим вас всех встать для исполнения государственного гимна Республики Беларусь.
Добрый субботний вечер, друзья. Мы снова Добрый субботний вечер, друзья. Мы снова на женском футболе. Матч, который, по сути говоря, венчает программу 4-го тура женской высшей лиги 2021. Но параллельно у нас будет проходить встреча в Бобруйске между Бобруйчанкой и Витебском. Оба матча вы можете наблюдать на YouTube-канале АБФФ, также на сайте Федерации. Сегодня на стадионе «Динамо Юник» хозяйки поля, непосредственные хозяйки, футболистки «Динамо БГУФК» принимают гродненский «Неман». Обе команды еще очков не теряли. В 3 турах набрали максимальное количество баллов. Ну и сегодня, конечно, их спор будет абсолютно принципиальным. Я думаю, что самое время рассказать о главных действующих лицах. Начнем с судей. Главный арбитр сегодня Дмитрий Жаховский. Его помощники Игорь Харитонов и Артем Липлянин. Первые 2 арбитра представляют Новополоцк, но Липлянин из Логойска. Резервный арбитр Никита Кабак представляет Борисов и инспектирует встречу сегодня впервые в своей богатой карьере инспекторской могилевчанин Борис Ковалевский. Ну и матч начался. Футболистки в зелено-желтой форме. Слева по картинке от нас футболистки Немана, соответственно, справа Динамо БГУФК. Ну и по составу. В воротах Немана 88 номер Виктория Авдейчик, 7 Татьяна Барташевич, 11 капитан команды и играющий тренер Екатерина Дудко, 13 Татьяна Кенда, 14 Джульетта Нана, 17 Виктория Бельмач, номер 18 Полина Долматова, россиянка, 22 Каролина Житко, 23 Дарья Татарин, Муса Зуэрату, номер 33 и 55-й Татьяна Логинова. Что касается состава Динамо БГУФК, в воротах сегодня под 91 номером россиянка Екатерина Уласевич. 4-й Анастасия Шлопакова, 6-й Вулания Дабда, 11-й номер Юлия Дубень, 14-й Карина Ольховик, 18-й Вита Николаенко, номер 20-й Виктория Казакевич. Она указана как капитан команды. Ох, какой момент у нас только что возникает. Динамовки очень близко были к тому, чтобы первый гол отправить в ворота Виктории Авдейчик. Но этого не случилось. Будет угловой. Я закончу составом. Номер 22 Анна Пилипенко, 25-й Лебаган Костер Ромалепин, 88-й Надежда Сисе и 99-й Анастасия Линик. Она сейчас разыгрывает со Шлопакова этот стандарт. Удар по воротам и счет матча открыт. Вот так уже очень-очень быстро на 2-й минуте. Да, так и интересно, конечно, все тут произошло. Ну, здорово. Здорово все сделали Линик и Шлопакова, и 1-0 быстрый гол у нас состоялся в этом противостоянии. Ну и, конечно, угол был очень острый, но при этом Шлопакова пробила верхом, ну и не прогадала. В принципе, рост Авдейчик не позволяет ей вот выпрыгивать высоко и из-под перекладины эти мячи тащить. Я очень удивлен тому обстоятельству, что и Екатерина Ковальчук так в роли тренера уже выступает больше, хотя чемпионат начинала именно она. Первую встречу за Неман проводила вот против Витебска именно она в воротах, но, видимо, немножко так уже осваивается в роли помощника Екатерины Дудко. Нужно, наверное, это понимать так. Да, зря я, конечно, удивляюсь тому обстоятельству, что Казакевич сегодня с капитанской повязкой, не играет Новикова, видимо, а есть тому причины. Я о них ничего не знаю, но ничего страшного. Наверное, причины абсолютно серьезные, поэтому вот вне игры капитан «Динамо». В центре обороны, соответственно, сегодня Надежда Сисе и
Вулания Дабда. Ромалепе на левом фланге обороны. Ну и вот это вот африканское соперничество Ромалепе и Нана, оно сегодня будет присутствовать, и мы станем его свидетелями. Очень интересно. Но сейчас вот Джульетта Нана прошла по флангу и навесила. Но здорово на выходе играет Екатерина Уласевич. Сегодня именно ее черед играть. Мы видим по сезону, что ротирует активно Юрий Малеев своих вратарей. По очереди легионерки играют. Наталья Мунтяну и Екатерина Уласевич. Это удар Линник, но он не сильным и не точным оказывается. Но здесь вот есть вопросы определенные к опорным полузащитникам, да, что тут что-то у них пока не получается, да, и накрывать нашего лучшего полузащитника страны, официально лучшего, нужно, конечно, более усердно и не давать вот так просто, да, пробивать поворотом и с мячом встречаться. Ольховик назад на Линник. Так, направо Казакевич, но ее здесь опережают. Бельмач накрывает эту передачу Анна Пилипенко, ну и все на этом. Виктория Бельмач, да, перед чемпионатом перешла. Это футболистка в состав гродненского Немана. Ну, есть определенные, конечно, проблемы у команды. Что там случилось с Денисом Левченко? Почему не вступил он с командой в новый сезон? Ну, в клубе об этом знают. Конечно, слишком уж не распространяются. Ну, в общем, как есть. И пока что обязанности главного тренера и игрока вот так вот компилирует Екатерина Дудко. Но команды, в принципе, еще раз вам скажу, что подошли с абсолютным стопроцентным показателем с очковыми приобретениями. Гродненский Неман обыграл очень крупно и Витебск, и сборную Гомельской области, ну и также Брестское Динамо. Ну вот соперники посерьезнее были у Динамо БГУФК все-таки в начале чемпионата. Я имею в виду прежде всего встречу против Могилевского Днепра. Там 2-0 всего лишь Динамо победила. В принципе, могилевчанки неплохо смотрелись. Ну а так были еще виктории 16-0 над АБФФ У-19. Какой момент? Ну и здесь счет 2-0 не становится, да? Хотя все к этому очень близко было. Нана. И правила здесь нарушает Эстер Ромалепе. Вот еще раз вот это африканская дуэль. Ну и Ромалепе, кстати говоря, первое предупреждение в этом матче получает от Дмитрия Жаховского. Да, был там перед Наной оперативный простор. Ну и, конечно, рефери абсолютно адекватно оценил эту ситуацию и наградил горчишником левого защитника Динамо БГУФК. Авдейчик вперед. Здесь Вулания Дабда отборолась. Мяч сохраняется у чемпионок страны Уласевич. Ну, Надежда Сиссе, она и опорным полузащитником может легко играть. В принципе, учитывая ее фактуру и цепкость, конечно, ей, наверное, на этой позиции уже более привычно, комфортно играть, но центральным защитником все-таки смежная эта роль. И я думаю, что она сегодня в новом для себя амплуа центральным защитником сыграет и справится хорошо со своей задачей. Но все, конечно, будет зависеть от активности гродненского Немана. Вот мы от Наны увидели один навес. Там пришлось в игру Екатерине Уласевич вступить. Но вот быстрый гол, вот этот Шлопаковой, он, конечно, ну, может быть, где-то психологически не очень хорошо скажется на футболистках Немана, которые сегодня вот в сопровождении заместителя председателя футбольного клуба Неман Дмитрия Коваленко прибыли. Нана на Бельмач. Ну и представительница Буркина-Фасо на этот раз сыграла не очень хорошо.
16-0 АБФ У-19. Да, я закончу свою мысль. 16-0 АБФ ВУ-19 Динамо обыграла Бобруйчанку 6-0. Ну и вот была вот та самая победа над Могилевским Днепром. Ну и сегодня вот такое противостояние интересное. Противостояние, кстати говоря, которое в прошлом сезоне, в последнем матче, когда уже ничего не решалось, но здесь угловой, да, зарабатывает Динамо БГУФК. Если быть абсолютно точным, то Юлия Дубень. Ну, давайте посмотрим, чем завершится это стандартное положение. Команды в Гродно сыграли 0-0, да, когда уже ничего не решалось. Ну, поэтому есть, наверное, определенный должок перед гродненской командой у Динамо БГУФК. Естественно, что максималистские цели такой состав только может преследовать. Ну и в этом чемпионате, я думаю, команда постарается тоже стопроцентный результат показать. Вот как в мини-футбольном чемпионате Оршанский Витен на сегодняшний день 19 игр, 19 побед. Я думаю, что на это хотят тоже, на такой же результат зайти и футболистки Динамо ВУФК. Ну, такое уже, кстати говоря, в истории чемпионата Беларуси случалось, когда женской футбольной командой Минск руководил украинский специалист Владимир Рева, тоже все матчи чемпионата абсолютно были выиграны. Ну и, по-моему, не только чемпионатов, вообще всех внутренних турнирах 2 года назад это было. Казакевич идет вперед, замечает там открывавшуюся Ольховик, Пилипенко там могла в районе сегмента тоже мяч получить и приложиться поворотом. Но сейчас вот Анна с мячом, ну и бьет, и ровно в руки мяч летит Виктория Авдейчик. Хороший момент, динамичный, но вот удар левой ногой, наверное, не совсем бьющий. У Анны силы не хватило. Виктория Авдейчик не торопится. Ну и вот только сейчас выносит мяч за пределы своей половины поля, опережает Нану Ромалепия. Казакевич играет на Линник. Ну, привычный треугольник в центре поля. Линник, Николаенко, Пилипенко. Мы видим, ну вот да, такая сегодня необычная линия защиты с Вланией Дабдой и Надеж Сисе. Ну вот, интересно, какого рода повреждение у Новиковой, если оно есть. Ну или, может быть, просто паузу дал Юрий Малеев. Хотя, не знаю. Наверное, не на такой поединок нужно оставлять... Не в таком поединке своего капитана нужно оставлять на скамейке. Но есть причины, уверен, может быть, потом узнаем. Ромалепия играет в касание со Шлопаковой. Пилипенко подключается. Вот такая красивая спартаковская игра в стеночку. Ромалепия навес и хороший удар. Линник наносит головой. Только вот чуть-чуть точности ему не хватило. Тоже достаточно такая красивая комбинация, развивавшаяся левым флангом, но до гола дело у нас не дошло. Такая камерная атмосфера, практически театральная, на стадионе «Динамо Юни». Здесь пока зрителей не пускают на трибуны, поэтому, наверное, лишь избранное здесь руководство Минского «Динамо», которое, конечно, в плохом настроении находится. Мужчины сегодня Гомелю проиграли, да, 1-2, вы хорошо знаете. Но, кстати говоря, Неман Гродненский тоже-то вчера Минску уступил на своем поле, поэтому вот за девчонок сегодня, за мужчин девчонки сегодня должны, наверное, рубиться с удвоенной энергией, пока у «Динамо» это получается хорошо. Ну, собственно говоря, команда, само собой, первым номером действует, имея такой резерв и
вообще таких исполнителей все самые серьезные силы эта команда собрала. Ну, собственно, как у нас в нашем чемпионате практически всегда было. Ну вот давайте вспомним совсем такое не совсем далекое время, когда вот Зорко, да, собственно, только своими силами и уверенно пыталась навязывать конкуренцию Динамо. Хороший момент, но не реализует его сейчас Карина Ольховик. Ну вот студентки, они всегда, собственно, выделяли свои школы, своими силами обходились в чемпионате и ковали кадры, да, уже которые расхватывали более состоятельные клубы. В этой связи, конечно, футбольная школа Арцор БГУ, она на очень хороших позициях, но ранее много также футболисток из Могилева шло, но это уже более, скажем так, древнее время, шло в другие команды, тоже хорошо там школа работала. Брест, опять же, давайте, да, вспомним поименно, сколько футболисток из города над Бугом, да, в женском футболе появилось, и с честью в национальной команде выступали. Ну вот сейчас таким флагманом, с деньгами, с хорошим кадровым запасом Динамо Минск, команда женская называется Динамо БГУФК. Ну вот моменты один за одним появляются. Видели мы удар головой Линник. Ольховик сейчас могла счет 2-0 делать. Пилипенко била из-за пределов штрафной. И поэтому полное преимущество Динамо. Конечно, никто и не сомневался, наверное, что так будет. Но при этом Неман может огрызаться. Пока что этого не происходит. Но вот она сейчас в центре на своей половине поля мяч получает, играет в центр. Дубень. Но здесь Дарья Татарин мячом овладевает, да, и продвижение Динамо вперед прекращает. Татьяна Логинова на позиции опорного полузащитника выступает. Да, конечно, футболистка, которая в свои лучшие футбольные годы отдала бобруйчанке, команде Николая Касаткина, столько раз становилась не чемпионом страны, но сегодня вот помогает своим опытом гродненскому Неману. Но Сисе сейчас вот предпочла вратаря подключить. Авдейчик не торопится, мяч вводя от своих ворот. Но только сейчас выбивает. Выпрыгивала Дудкова, мяча не коснулась. Впереди 18-й номер Полина Долматова, российская нападающая. Да, вот пока что не совсем игра у нее идет, за мяч не цепляется. Вот предыдущие атаки Нана на нее пасовала. Там вроде бы и поддерживал атаку у Дудко, но ничего не вышло. Но здесь к мячу не дала подобраться Виктории Казакевич Мусазу Ирату. Игрок из Камеруна, 2001 года рождения. Но вот еще 20 лет ей не исполнилось. В июне это произойдет. Она левый вингер команды Екатерины Дудко. Линник в центре поля.
Николаенко здесь отборолась. Дудко, да, ищет на фланг. Подсказывает сейчас Малеев своим девушкам. Через фланги нужно больше действовать. Но Шлопакова, ну, в принципе, задумывала неплохо на Ромалепе туда, в глубину штрафной, да. Может быть, и под выход 1 на 1, но не вышло. Точно отдать. Сейчас уже Бельмач, Авдейчик поторопилась. На Бельмач вела точно. Ну и Кенда далеко вперед, туда в надежде на Дудко, но не выходит точно сыграть. Дубень, это может быть опасно. Линник на Шлопакову. Ну и пас проходит или нет? Да, прошел. Но Шлопакова к мячу не успела. Здесь вратарь, конечно, здорово сыграл. На выходе Авдейчик прекрасно действовал. Мяч забрала в руки Шлопакова. Да, вот в такой ситуации, конечно, вот передача назад, ты, конечно, диву даешься. Зачем сейчас Анастасия это делала? Ну, развивай, да, иди вперед, пробивай сама. Зачем этот контроль ради контроля? Ну, пока Динамо, конечно, несмотря на все результаты, показанные в чемпионате, команда игрой не восхищает. В принципе, мало креатива, да. Понятное дело, что футболистки за счет мастерства больше им удается соперников обыгрывать, но лакмусовой бумажкой как раз-таки Лига Чемпионов станет летом. Дай бог, чтобы никакие пандемии на ее проведение не появляли. Вот тогда мы увидим, чего вообще стоит эта команда. Я думаю, что обязательно она должна усилиться. Ну, спрос чемпиона-то, особенно в тех обстоятельствах, да, которых сейчас находится, ну, женский футбол, да, Динамо. Есть Динамо, наверное, и все остальные. Хотя, опять же, Минск будет делать все, и легионерский десант в том числе подключать для того, чтобы, ну, бороться, я думаю, за чемпионство. Но не знаю, на Минск, по крайней мере, вот на сегодняшний день я не ставлю. Поэтому, ну, Динамо будет все-таки более, да, предпочтительно смотреться в этой чемпионской гонке. Нарушение правил со стороны футболисток Динамо БГУФК. У мяча Дарья Татари нет, уступает на право со штрафного туда навешивая, да, ближе к пределам штрафной площади Лосевич Виктории Бельмач. Мяч зависает на штрафной. Угловой будет, да. Вот не подсказала сейчас у Лосевича абсолютно зря Ромалепе, что не стоило мяча касаться головой. Там никого за ее спиной не было, но. Ну, не подсказала и не подсказала. Подумаешь, угловой будет, но кто там повыше, ну, не знаю, наверное, все-таки по антропометрии девушки Юрия Малеева более так предпочтительные, более рослые. Ну, Бельмач уже возле углового флажка, навес. Ну, там Житко находилась вот на пути мяча по траектории. Подключился центральный защитник. Такое любопытное, конечно, решение. Житко, я помню, крайним полузащитником больше, но сейчас вот переквалифицирует универсал. Теперь у нас Каролина. И будет она играть в центре обороны вместе с Татьяной Кендой, вот опытнейшим партнером. Сисе находит передачей Ольховик. Вот сейчас на позиции центр-форварда, кстати, вот Дубень, да, Ольховик сместилась в глубину. Передача на Линник. Да, вот если бы сейчас не трогал, то кто там был, Ольховик мяч не трогала, то, в принципе, Линник там бы уже вколачивал, наверное, сразу же второй гол. И игра бы, наверное, была бы уже сделана, да. От двух мячей от Динамо БГУФК оправиться тяжело, но этого не случилось. Ромалепе назад играет на Вуланию Дабду. Минск обыграл сборную Гомельской области 13-1.
В эти минуты параллельно с нашим матчем проходит поединок в Бобруйске, Бобруйчанка-Витебск. Ну и также в Бресте Зорко БДУ обыграла Динамо 9-0. Ну и еще в пятницу 7-0 Могилевский Днепр был сильнее АБФФ БУ-19. Это я все о матчах, как вы поняли, 4-го тура нашего чемпионата. Так что Минск пока что вот единоличный лидер по прошествии 4-го тура. Конечно, эта ситуация может измениться, но Динамо все усилия предлагает. Конечно, всегда бело-голубые хотят видеть на вершине только себя. Шлапакова. Бельмаш стелится, и мяч уходит за пределы поля. Хорошая диагональ от Линник в направлении Дубень, но не точно. Авдейчик выносит. Ну и что там, толкала, да, за вороту Казакевич, поэтому нарушение правил. Пилипенко торопится, да, но мяч сейчас так из рук у нее ускользнул, поэтому быстро разыграть штрафной не получилось. Да, и, кстати, Малеев говорит, что не надо Пилипенко несвойственными функциями заниматься. Нужно защитнику мяч именно на той позиции вводить. Пилипенко, ну что, делает забегание Казакевич, откликается на передачу. Сегодняшний капитан Динамо правила нарушает. Вот так обменялись, кстати говоря, фолами, да, и капитан Динамо Виктория Казакевич желтую карточку получает. Ну и вот это уже второе, да, предупреждение в составе Динамо. Ромалепия, напомню, отметилась первым предупреждением в игре. Ну что, ждем гол от Динамо. Он, в принципе, назревает уже второй. Шлапакова назад. Но большими силами, конечно, Неман обороняется. Я думаю, что впору, в принципе, и дальние удары, да, как главное оружие, да, вот при такой насыщенной обороне динамовкам нужно применять, тем более Авдейчик. Опять же, давайте вспомним первый гол, да, невысокий рост вратаря обусловил вот это взятие ворот. Ну, конечно, такой интересный розыгрыш, да, Линник и Шлапакова придумали. Ольховик, перед ней Житко. Ну и что, Пилипенко удар, но не слишком он сильный. Снова Ваня оказывается с левой ноги. Нарушение правил со стороны гродненских футболисток. Сисен, Казакевич получает мяч. Дубень. Ошибка. Ну и Надеж Сисе ее исправляет. Уласевич. Подключили к игре. Линник, Николаенко. Вот все сейчас игроки обеих команд на половине поля Немана, кроме Уласевича. Ну и в прорыв сейчас отправляет Долматова Дудко. Дудко в штрафной площади. И бьет она ровно по позиции Уласевич. Давайте вспомним, что Екатерина... Первый клуб Екатерины в Беларуси был именно гродненский Неман. Ну и, конечно, для нее вот такой матч принципиальным оказывается, да, в какой-то степени.
Ну и сейчас вот не дрогнула она. В ближнем углу удар Дудко парировала. Ну, передачу, опять же, Долматовой отмечаем. Очень хорошую. Николаенко находит диагональю здесь в зоне инсайда Шлопакову. Дубень успевает первая к мячу. Но, кстати говоря, ошибается. Ну и Дудко тоже ошибается в свою очередь. Долматова, конечно, с Дудко хорошо взаимодействует. Если выдвигается вперед Екатерина, то уже Полина из глубины вот эти передачи на нее старается вырезать. Но скоростных данных главного тренера и капитана Немана мы не понаслышке знаем. Ну вот перестал ее Малеев вызывать в национальную сборную почему-то. Хотя я думаю, что она этого достойна. Но и даже когда вызывал, то сыграть она ей никак не удавалось. Дубень. Все на сегодня. Но и вместо нее Виктория Валюк выходит. Вику очень много в последнее время Малеев пробует, много времени в качестве форварда, хотя позиция для нее это не совсем свойственная. Но вот сейчас, насколько я понимаю, именно она в этой позиции будет играть, так что эксперимент главного тренера продолжается. Здесь уже нарушение Житко на Ольховик. Ну и не торопятся динамовки сейчас с вводом мяча в игру. Розыгрыш следует. Сисе. Ну и вот от своих ворот, от своих защитников начинает Динамо. Ошибается Ромалепе. Логинова. Это опытная футболистка. На Нану. Перед ней оперативный простор есть. Срезает угол Джульетта Нана. Ну и что? Здесь зачем торопится сейчас Полина Долматова? Да, ну не стоило торопиться. Но было ведь перед ней пространство. Можно было продвигаться вперед. И большие бы проблемы у Волосевич бы возникли. Хороший момент был у Немана. Да, таких до этого мы не видели, да, прекрасная возможность. И давайте отметим, вот контратака к нему привела. Это, конечно, может стать грозным оружием, только вот реализация, если, конечно, в дальнейшем не будет, да, подводить. Но давайте скажем, что и моментов-то таких по игре быть много у Немана не может по определению. Ольховик. И снова ошибка. Ну, как-то невынужденных таких вот оплошностей многовато со стороны Динамо сегодня, да. Девушки, видимо, волнуются. Но этим нужно Неману пользоваться. Долматова. Назад на Татарин. Та ищет Дудко. Николаенко, Ромалепе. Здесь Бельмач и Нана прессинговали Шлопакову, а вынуждена была сыграть назад. Виктория Авдейчик. Ну, думается, что побольше, конечно, она играть будет в этом сезоне. В прошлом году первым номером, конечно же, была Уласевич, имевшая до приезда в Беларусь уже легионерский опыт. Ну и вот пригодилась она Динамо. Но вот интересно, на самом деле, сегодня она играет против своего бывшего клуба. Ну и... Кстати, и Наталья Шмунтяну играла и в Могилевском Днепре, и в Немане позже. Поэтому вот так вот через Неман все вратари Динамо проходят, как показывает практика. Ну вот так сначала оказываются в командах, которые более приземленные цели, да, преследуют, нежели чемпионство.
ну а потом уже попадают в лучший клуб страны. Принимает мяч Шлопакова и тут же его сопернику дарит. Ну, не было ли нарушения здесь от Николаенко? Нет, Жаховский сейчас игру не останавливает. Рамлепия. Ну и снова вот передача в борьбу. Логинова мяч перехватывает. Джульетта Нана несется вперед. Там есть и Долматова. Передача пошла такая, уже линию мяча перебежала Дудко, поэтому не очень хорошая передача оказалась. Это от Джульетты Наны. Ну и в конце концов момент нарушением закончился. Ну и прессинг арбитра из Новополоцка со стороны тренера хозяек поля. Очень хорошо все слышно, зрителей на трибунах нет. Ну что, еще одна атака флангом. Рамлепи, кстати, представляет Южноафриканскую республику. Вулания Дабда Камерун. Ну а Надежде Кот-д'Ивуар. Вот такое вот представительство легионеров Динамо по странам. Что касается Немана, здесь Долматова россиянка, Нана Буркина-Фасо и Муса Завороту Камерун. Ну так вот, просто может быть кому-то интересно, откуда футболистки. Матч, да, держит напряжение, но, да, конечно, скорости у женском футболе не слишком, да, такие уж высокие, поэтому где-то можно и отвлечься комментатору, да, вот на, например, протокол. Но при этом, да, вот при всем этом преимуществе Динамо, пока что конвертация моментов в голы оставляет желать лучшего. И я думаю, что некоторые замены, уже, правда, одну Малеев произвел, вышла на поле вместо Дубень, Валюк. Но еще обязательно рокировки в перерыве тренер сделает. Дудко мяч от Бельмач получает. Ну и Виктория далеко вперед. Ну и в аут мяч уходит. Просто расстаются с мячом игроки Немана. Ну и, конечно, без мяча действовать ведь гораздо сложнее. Не знаю, зачем вот это в торопях вот эти выносы непонятные вперед. Ну, не на кого сыграть. Может быть, вот при этом розыгрыше, да, на своей половине поля из аута. Но опять же, контроль. Где контроль? Есть вопросы. Низко, очень низко до штрафной обороняется команда из Гродно. Пилипенко ищет диагональю. Да, вот сколько мы уж сегодня их увидели. Шлопакова не находит. И мяч за Динамо. Николаенко. Ольховик сместилась на позицию правого полузащитника, что совсем не удивительно. Ну, Валюк так пока активными действиями не отмечалась. Все-таки есть мнение, да, что, ну, не совсем это ее позиция. Ей бы с мячом повозиться, ей бы пространство, да, и тогда бы она могла спортовать. Но, конечно, в сегодняшнем матче при такой плотности, да, в оборонительных порядках Гродно, да тем более на позиции нападающего, ну и ей себя будет, конечно, сложновато проявить. Авдейчик.
Линник борьбу выиграла. Логинова. Перехват от Барташевич. Ну и снова ошибка. Есть вот пространство сейчас перед Валюк. Но зачем передача? Вика, можно было ведь пробить, да, в этой ситуации. Но было время для того, чтобы ситуацию оценить. Но вышло так, как вышло. Да, и этот вот быстрый гол пока единственным в матче оказывается. Ну и снова наверняка будет далекий заброс вперед от Бельмач. Там спокойно должна сыграть Уласевич. Вперед на Сисе. Правым флангом пытается здесь что-то придумать Динамо, но Казакевич ошибается. Да, очень много сегодня технического брака со стороны футбольного клуба Динамо БГУФК. Ромалепе. Назад на Вланию. Шлапакова играет не точно. Да, вот как-то в этой последняя передача, не знаю, какие-то с ней сегодня проблемы. Вообще с передачами сегодня у бело-синих проблемы серьезные. Но последний пас вовсе, конечно, плохой. И пока что это все, конечно, на руку Неману. Но и свой момент еще бы хотя бы один создать в первом тайме. Был там удар в ближний угол Дудко, с которым Уласевич справилась. Был хороший момент. Мог, конечно, получиться хороший момент у Полины Долматовой. Она им не воспользовалась. Но за это нарушение Виктория Бельмач получает предупреждение. Вот у нас так по желтым карточкам Динамо впереди 2-1. Ну и штрафной, самое главное, опасный будет у Динамо. Хороший момент, хорошая возможность удвоить свое преимущество. У мяча Эстер Ромалепе. Ей сподручнее, конечно, правой ногой. Попробовать и пробить напрямую. Там любой отскок и добивание вполне может быть. Ну, здесь, конечно, нет. Вот решается на передачу Ромалепе. Не знаю только зачем. Там разводит руки в сторону Шлапакова слева. Мол, так а я же здесь была. Зачем ты так играешь? Почему меня не видишь? Ну, Динамо сегодня не в своей тарелке. Вот этот гол, конечно, наверное, пусть и в чужие ворота, спутал им все карты. Заметно то ли недонастрой, то ли волнение, не знаю. Природу этого определить тяжело. Валюк в штрафной, но здорово действует Дарья Татарин. Хорошая сегодня, классная погода в Минске, конечно. Ну и футбол смотрится, тем более вот от козырька трибуны практически все поле тенью укрыто, и это, конечно, здорово. Ну и так вот поборолась сейчас Дудко с Ромалепе. Нана показывает, давай передачу сюда. Ну и да, можно разрывать здесь. Ну снова, да, вот снова как-то, ну не так, не та передача, наверное. Ну или что-то мешает россиянке все-таки
продвигаться вперед, но я бы покритиковал все-таки эту передачу от Джульетты Наны. Вперед, на ход бы ей давать немножечко. Ну и что здесь? Здесь борьба. Кенда борется со Шлопаковой. Нарушение правил со стороны Анастасии. Авдейчик вперед. Но Джульетта Нана, да, с мячом встречается. У нас заканчивается время основное первого тайма. Сейчас будем смотреть, сколько Дмитрий Жаховский добавит. Нет пока продвижения, но вот сейчас передача вертикальная вперед на Шлопакова. Она отыгрывается с Ромалепи. Здесь взаимодействие на левом фланге. Джульетта Нана в борьбу вступает и уходит мяч. Вот футболистки Гродно. Дабда перекрывает Дудко, казалось бы, эту передачу на Сисе, но она все-таки проходит. Разворот. Ольховик здесь обходит Долматову. Ольховик продвигается вперед. Перед ней Барташевич. Логинова вступает в борьбу. Ну и Ольховик правила нарушает. Одну минуту, вижу я, добавит Дмитрий Жаховский к основному времени первого тайма. Так что переиграют минимум 60 секунд команды. Ну, давайте подводить итоги. Да, не все так просто у «Динамо» сегодня. Прежде всего, конечно, команда сама не своя. Ну, борется сама с собой сегодня, нежели с гродненским оппонентом. Но что касается Гродно, то такой ситуации, ну, если все-таки продолжится во втором тайме, должны пользоваться. Ну и пробовать сегодня увозить некоторые очки из Минска. Ну и наказывать чемпиона вот за так непонятное, в общем-то, действие. Хотя команда ведет 1-0, по счету все хорошо, но игрой, я думаю, Юрий Малеев недоволен своей командой, естественно. Уласевич на Надежде Сисе. Ну и ждем мы свисток Дмитрия Жаховского. Я думаю, что последняя вот сейчас атака «Динамо» пройдет и прозвучит свисток Ромалепия. Бельмяч. Ну, Дудко здесь, не знаю, что за пятка такая. Тут с ее стороны задумывалась, но не прошла Татарин. Мне, конечно, нравится сегодня, как Даша действует. Она ничего не позволила там на правом краю атак «Динамо». Дубень. Ну и сейчас тоже действует хорошо. Ну что ж, друзья, мы подвели некоторые итоги первого тайма. Давайте отдохнем вместе с командами. Только что возникает. Динамовки очень близко были к тому, чтобы первый взят. Анастасия Линик. Она сейчас разыгрывает со Шлопакова этот стандарт. Удар поворотом и счет матча. Африканское соперничество. Ромалепия и Нана. Оно сегодня будет представлено от АБФФ У-19. Какой момент? Ну и здесь счет 2-0 не становится, да, за поворотом. Но сейчас вот Анна с мячом, ну и бьет, и ровно в руки мяч летит Виктория. Уверенно пыталась навязывать конкуренцию «Динамо». Хороший момент. Шлопакову. Ну и пас проходит или нет? Да, прошел. Но Шлопаков к мячу не успел. И Житко. Ну и что, Пилипенко, удар, но не слишком он сильный. Долматова Дудко. Дудко в штрафной площади. И бьет она ровно по... Срезает угол Джульетта Нана. Ну и что? Здесь зачем торопится сейчас Полина Долматова?
команде «Динамо» ВГУФК. Поле покинула Вита Николаенко, в игру вступила Рода Мулаути, номер 19. Друзья, мы вернулись на стадион «Динамо Юни». После первого тайма матча четвертого тура женской высшей лиги 2021 «Динамо» БГУФК обыгрывает Неман 1-0. На второй минуте Анастасия Шлопакова отметилась этим единственным забитым мячом. В перерыве замену сделал Юрий Малеев. Вместо Виты Николаенко, опорного полузащитника, в игру вступила представительница Южной Африки Рода Мулауди. Под 19 номером она сегодня будет играть. Ну вот Новикова есть среди резервисток «Динамо» БГУФК, поэтому, и разминалась она перед матчем в перерыве, поэтому, я думаю, просто, вот такое решение сегодня было принято Юрием Малеевым, да, отрядить центр защиты Надежды Сиссе, которая сейчас с мячом. Можно напомнить составы, быстренько по ним пробегусь. Неманов, Дечик, вратарь, Барташевич, Дудко, Кенда, Нана, Бельмач, Долматова, Житко, Татарин, Зувороту, Логинова. «Динамо» БГУФК, Уласевич, голкипер, Шлопакова, Волания Дабда, Дубин, Ильховик. В первом тайме играла Николаенко, вместо нее, повторяюсь, я, Рода Мулауди, Казакевич, капитан, Пилипенко, Ромалепе, Сиссе и Линник. Так, Ромалепе у нас уже на дальнем краю будет работать, соответственно, по нашей трансляции, но ближе к нам Вика Казакевич, да, вот такой новоспеченный капитан «Динамо» в отсутствии Анастасии Новиковой. Но в прошлом году капитанила Анна Пилипенко, в команде решили, да, передать капитанскую повязку в этом году уже Новиковой. Вообще, очень здорово, конечно, жизнь на YouTube-канале жизнь женской команды на YouTube-канале ФК «Динамо» Минск освещается. Очень здорово пресс-служба работает. Вот, поинтересуйтесь, некоторые активности, некоторые видео очень такие забавные были, интересные. Опять же, раскрывают девчонок, наверное, с тех сторон, о которых никто не знал в широких кругах. Будем надеяться, что нет там никакого повреждения у Лани Дабдин. Медперсонал отправляется ей на помощь. Очень скоро это делает Дмитрий Жаховский, сегодняшний рефери. Да, он в первом тайме, кстати говоря, 3 желтые карточки вынес футболисткам обеих команд. Интересно, конечно, в поисках тренера находится в Гродно, в клубе Неман, либо нет, потому что, исполнять роль главного тренера, да, здесь активно, в общем, подсказывает вся в игре Екатерина Ковальчук, но я не думаю, что, конечно, ее на роль главного тренера пробуют, да, и пытаются вживлять, да, в организм женской команды. Конечно, наставник нужен, это безусловно. Здесь фэрплей, в «Динамовке» мяч сопернику возвращают. Джульетта, Нана. Хорошая передача. И что здесь? Сиссе остановила Дудко. Екатерина на газоне. Пока что она не поднимается, но все будет здесь нормально. Уласевич. Разворачивается атака уже от вратаря направо. Очень низко. Посмотрите, как пришла здесь на помощь Казакевич Ольховик. И идет Карина сейчас на позиции десятки. Да, Мулауди, соответственно, правый вингер. Она ушла туда, да, и уже в этом треугольнике ниже стала играть Линник, а повыше, соответственно, с Пилипенко Карина Ольховик. Да, Долматова немножечко так заплела сейчас ноги Линник, но нарушение правил Жаховский не фиксирует. Передача от Сиссе в центр, Ольховик, Казакевич. Но, кстати говоря, Юрий Малеев не уходил на перерыв.
в раздевалку. Он здесь находился на футбольном поле, думал над тем, видимо, каким образом ему игру перестраивать. Здесь, конечно, Зувороту и Казакевич столкнулись так, ну, очень сильно. Ну и Камерунке требуется помощь сейчас. Ну, а Казакевич на ногах. Для нее все обошлось. Ну и уже вот достал Жаховский предупреждение. Здесь именно со стороны африканки было нарушение правил, поэтому, когда она уже будет все воспринимать нормально, вынесет это самое предупреждение. Да, интересный момент предматчевой программки. Вот несмотря на то, что нет зрителей, все равно Динамо их выпускает, делает очень хорошо. Вот героиней ее стала и афиш к матчу, и программки стала Анастасия Новикова, да, а в игре она участие не принимает. Интересно. Ну, все ли там хорошо с Зувороту? Хочется верить, что сможет она встречу продолжить. В резерве есть Екатерина Ковальчук, Наталья Качан, Анжелика Фефилатьева, ну, совсем уж юная футболистка, как и Анастасия Астасевич. Вот Фефилатьева и Астасевич 2004 года рождения, 40-летова Мария и Валерия Харитончик. Ну и да, показывает сейчас главный арбитр предупреждения Камерунке. Штрафной удар, линник у мяча, да. Как могло быть иначе? Никак, отвечаю я. Казакевич здесь готова уже отключаться, сюда идти на мяч. Передача последовала все-таки не ей. Ну и что, Джульетта Нана сыграла назад, ну и Житко на вынос. Ромалепия, очередная диагональ. Ну, Житко так, кстати говоря, тоже неплохо действует, да, и на втором этаже не гнушается она вот этой вот борьбы. Но это удар неплохой по плотности, но, наверное, все-таки силы ему не доставало. Пробивала Карина Ольховик. Да, подсказывала сейчас Линник, что она сыграет. Ну вот они тут с Ольховик все-таки не разобрались. Все нормально. Берут мяч Динамовки под контроль. Казакевич, родом Лауди, да, и смещается в центр. Ушла все-таки от Татарин. Играет на Валюк. Ну и Валюк. Вот это ее игра. Это игра Виктории Валюк. Она пробивает левой ногой, не совсем своей рабочей, попадает в Кенду. И снова борьба между Зувороту и Казакевич. И точно вбрасывает на Валюк Казакевич. Вика в штрафной площади под правую, да, хотела себе уж подработать более удобную ногу. Но Логинова здесь не мудрство лукаво, на отбой мяч отправляет за пределы поля. Ромалепия, да. В общем-то, картина матча абсолютно никак не меняется. Динамо по-прежнему в атаке. Вот резервисток Динамо я не назвал. Исправляюсь. Мунтяна Наталья — это резервный кипер. Валюк уже появилась на поле, как и Рода Малауди. Ну и, в принципе-то, больше и неким. Больше неким игру усиливать. Если совсем по-честному, здесь нельзя давать бить, да. Барташевич, конечно, позволил это сделать, Линник, но, точнее, не Барташевич, а Полина Долматова. Но вообще это, конечно, зона ответственности опорных хавбеков. Но Долматовой, да, приходится спускаться. А сейчас она уже может побороться, но нет. Хотел сказать, побороться вот в этих скоростных способностях с Надеждой Сисе. Решила пробить. Не знаю, насколько оправдано, но у девушек свои, конечно, представления о футболе, о том, как нужно делать. Вот Долматова сейчас нам это продемонстрировала. Дарья Стешко, Анастасия Новикова, Анастасия Попова и Валерия Карачун еще есть в заявке. Но я не думаю, что кто-то из этих девушек игру уж действительно слишком может усилить. Попова — футболистка ротации.
Валерий Карачун, наверное, еще не совсем оправилась от травмы, да и не нужна эта замена, да, то на центральный защитник Аки Новикова. Поэтому, ну, что еще здесь Юрий Иванович может придумать, не знаю. Единственное, может быть, где-то после минутки 70-й на первый план выйдет физическая составляющая, да, и, может быть, кто-то окажется лучше готов в этом компоненте, то ли Неман, то ли Динамо. Ну и только вот я резервисток бело-синих назвал, и вот Карачун, Стешко и Попова отправились разминаться. Выгоняет всех подальше Авдейчик. Вперед. Борьбу там выиграла в воздухе и мяч отправила на Джульетту Нану. Ну и нарушение правил. Длинный пас вперед. Бельмач. Ну, на Дерсисе в воздухе вряд ли кто-то переиграет. Житко, диагональная передача в направлении Наны, но там Ромалепин. Логинова попадает мячом в линник. Настя вперед на Роду. Казакевич до мяча не достает. Но снова, да, вот от этих ошибок на ровном месте никто не застрахован. Ну и Динамо в том числе, как мы понимаем. И эта болезнь первого тайма никуда не делась. Вот. И голос Малеева стал слышен, да. Недоволен он, конечно, недоволен. Хорошо проходит по флангу, уверенно. Сейчас Шлопакова, перед ней Кенда оказалась. Ну и пошла подстраховать в центр Дарья Татарин. Вот, опять же, взаимодействие защитников. Гродно, ну и Авдейчик, отметим, на выходе здорово сыграл, уверенно. И далеко вперед, но в аут. Не позволяет все-таки мячу уйти за пределы поля Пилипенко. Рода. В центр Новолюк. Передача делает Вика на Ольховик. Та в штрафной. Нельзя фалить. Ну и здесь, конечно, совсем не то, чего ждали партнерши в штрафной площади Шлопакова и Валюк от Ольховик. Просто мяч в руки вратарю Карина отправила. Да, не совсем все у Динамо получается. Да уж, сколько эмоций со стороны Екатерины Ковальчук. Там ее уже и Татьяна Кенда успокаивает. Вот этот ее страстный порыв. Что-то она там сейчас рассказывала, Авдейчик. Очень так эмоционально. Дудко. Зувороту. К лицевой линии мяч остается в пределах поля. И угловой должен назначаться. Мне так с верхотуры показалось. Но арбитры игру продолжили. Аут. Аут в пользу Немана. Нет, не в пользу Немана. Мяч за Динамо остается. Просто нужно было Казакевич подальше отойти. Ольховик. Зувороту борется здесь с Родой. Татарин. Ошибается Дарья и контратака Динамо. Широким фронтом может развернуться, но Пилипенко не торопится. Все-таки, не знаю, как будто бы контратаки это совсем не методы Динамо. Валюк.
Валюк уже в штрафной, но опять отмечаем хорошее уверенное действие в подкате Каролины Житков головой. Естественно, его будет исполнять Анастасия Линник. Уди Армалепе, простите, попадает в Нану. Ну и готовится у нас замена. Первая в составе Немана Валерия Харитончик. Футболистка 2002 года рождения. Ну вот да, в высшей лиге мужской, я бы сказал, лимитчик. Но такого правила у женщин нет. И будет она менять Полину Долматову. Да, у Полины, конечно, сегодня были возможности для того, чтобы огорчить экс-вратаря Немана Уласевич, но все-таки опыта пока россиянке, наверное, не хватает. 2001 года рождения. Это футболистка, ну и сегодня она провела на поле вот ровно час. Ровно час. Татарин на Зуверату. Арбитр показывает, что нарушение правил, хотя я, если честно, не заметил. Арбитр показывает, что нарушение правил, хотя я, если честно, не заметил никакого криминала со стороны «Динамо». Ну да, судьи, конечно, в женском чемпионате совсем такие сыроватые, поэтому, ну, всякие бывают у них тут решения. Иногда только их улыбкой можно сопроводить. Ну и, собственно, как и фейлы, друзья, я тоже самокритичен. Валюк ошибается. Джульетта Нана перехватывает эту передачу. Вперед играет Житко, ищет Зуверату. Ну что там, играл рукой или нет? Шестьдесят третья минута у нас стартовала. 1-0. Динамо впереди. Гол Шлопаковой пока победный. Но это еще ничего не значит. И вот заваливают сейчас Джульетту Нану в очередной раз на искусственный газон. Я вот в прошлом своем эфире на матче АБФ ВУ-19 Днепр-Могилев сказал, что Александр Скакалин тренер вратарей Динамо БГУФК. Это безусловно так и есть, но имел я тогда в виду, что он еще тренер вратарей и национальной женской сборной и имеет хорошее представление о возможностях вот Марии Свидунович, вратаря Днепра Могилевского, да, которая прошлый сезон была как раз-таки в составе Динамо. Ну вот так вот вспомнилось мне почему-то, что нужно было отметить, да, какое отношение имеет сейчас к Свиздунович Александр Скакалин. Там, судя по всему, что-то серьезное у Наны. Она на газоне лежит. У нас пауза в игре. Так взирают, интересно, футболистки на происходящее, как помощь африканке, судя по всему. Да, она даже и подняться не может. Там все очень серьезно. Татьяна Кенда прям так вместе с медперсоналом вынесла Джульетту Нану за пределы поля. В 10-ром продолжает встречу Неман. Авдейчик играет вперед. Харитончик не цепляется за мяч. Ну, посмотрим, как вот эта замена вообще может повлиять. И повлияет ли до конца игры. Я имею в виду замена Долматова-Харитончик на действие Немана. Ну, плюс-минус, конечно, все-таки футболистки равны, судя по возрасту. Ну и, наверное, о возможностях Немана тоже нужно говорить. Ну и Стешко появится на поле вместо Карины Ольховик. Ох, здесь несогласованные действия Авдейчик и Татарин. Хорошо, что все там хорошо завершилось всего лишь угловой. После углового состоится эта замена. По 10-м номерам Дарья Стешко, воспитанница РСОР БГУ, как и многие вообще футболистки
нашем чемпионате. Ну, здесь можно просто загибать пальцы. Виктория Казакевич, Анастасия Линник. Ну и что здесь? Здесь гол у нас. Счет до замены. Случается 2-0. Достаточно неожиданно. Как-то мяч через всех прошел. И я так понимаю, что автором его становится Анастасия Линник. Да, вторым уже темпом после углового вот она мяч там подхватила и отправила его в дальний угол. Он там летел долго, никого не коснулся. Ну и вратарь тоже не среагировал. Ну и замена. Блин. Да, Шлопакова, не Ольховик, уходит с поля, но и Дарья Стешко. Да, положение дел, конечно, у Немана становится еще хуже. Да, вот 1-0 это совсем другая история, нежели 2-0. Логинова ищет Нану. Она встречу продолжает. Все у футболистки хорошо со здоровьем. Виктория Бельмач у мяча. Штрафной удар. Было там нарушение правил на левом краю обороны «Динамо». Ну и Уласевич выходит из ворот и против нее правила нарушает. Дудко. Да, неудачно встретилась руками с мячом Уласевич. Но болезненные ощущения очень скоро пройдут. Разыгрывает голкипер мяч с Надежд Сиссе. 68-я минута у нас. Ну, не знаю, что Гродно может противопоставить. Единственное, да, конечно, ошибок было у «Динамо» много, но я думаю, до такой фатальной не дойдет, чтобы вот они там себе сами где-то там умудрились забить и где-то положение свое сделать совсем уж шатким. Я думаю, скорее всего, исходя из течения матча, что, ну, примерно, наверное, и все вот со счетом таким 2-0, но, может быть, какой-то гол один состоится в те или иные ворота, так и закончится все у нас. Вот прям-таки как под копирку момент сейчас был со вторым голом. Единственное, что уж Ромалепи не забила, да. Но Линник это смогла сделать. Авдейчик играет на Татарин. Татарин вперед. Идет вперед Вика Казакевич. Вот сегодня мало от нее было активности. Может быть, сейчас. Ну и что там, попал мяч в руку или нет? Жидко. Свисток молчит, значит, не попал. Ну и что, Ромалепи? На Сиссе. Здесь уже Рода. Казакевич, я здесь за вороту пыталась прессинговать, ну и Вика, чтобы не рисковать, сыграла назад. Ну, всегда есть вратарь, который владеет хорошо игрой ногами. Волосевич это показывает. Ну а Мунтяну и вовсе-то карьеру свою начинала как нападающая. Забивала много голов, достаточно много.
но и потом уже переквалифицировалась во вратаря. Национальной сборной-то она и долго защитником играла, вот пока все-таки тренер наконец-таки рассмотрела в нее голкипера. Желтая карточка Джульетте Нане. Ну и нужно помощь оказать Ольховик. Еще одна у нас пауза. Возобновилась игра. Там пока окажут Ольховик помощь, а пока Линник исполняет штрафной. Высоко выпрыгивает Житко. И первая она на мяче. Удар заблокирован. Роды. С мячом Авдейчик. Мне сегодня действие более всего, конечно, нравится Житко и Татарин, да, несмотря на пропущенные голы. Но эти защитницы молодцы, как всегда, на уровне Дудко, хотя, наверное, от Кати мы всегда ждем большего. Но, опять же, вот удар в створ она нанесла в первом тайме. Сложно было, выбегала она с края, срезала угол, но и в борьбе все-таки смогла пробить. Еще будет замена, ждем. Я так понимаю... 21 номер, единственное, вот... Да, ну, понятное дело, Харитончик уже по 21 номерам в игру вступила, значит, пришел черед уже футболистки по 21 номерам у «Динамо» БГФК Анастасии Поповой выходить на поле. Ну и Пилипенко сейчас получает очередное предупреждение. Да, ну вот много. Сегодня Жуховский, конечно, желтых карточек вынес. Я уже их не считаю даже. Ну, посмотрим, может, и до красное дело дойдет. А если у «Динамо» такие вовсе, может быть, некая интрига даже появится в матче. Для нас, для всех это будет хорошо. Попова готова выходить на поле. Я думаю, в ближайшей паузе она появится. Вместо Карины Ольховик. Какие это перестроения в команде «Динамо» потянет? Так, уходит на левый фланг обороны Казакевич. Ну а Попова, соответственно, на ее место, да, все здесь абсолютно понятно. Это позиция Насти. Валюк. Назад на Казакевич, и все спокойно. Валюк, удар поворотом, или это передача была на стежку, да, неплохо, но до мяча не добралась Даша, поэтому отворот будет Авдейчик вводить.
4 замены Юрий Малеев уже сделал. Пока что одна рокировка в составе гродненской команды. Да, собственно, здесь, наверное, и выходить некому. Ну, не знаю, в каких кондициях сейчас Наталья Качан находится. Здесь, конечно, у Гродно сейчас каждый штык на счету. Сисе возвращает мяч своему голкиперу. Ну, доигрывает, собственно говоря, Динамо встречу, но при этом стремится еще и еще огорчать оппонента. Здесь забег Джульетты Наны и Линик. Но с техникой у Насти все хорошо, поэтому она легко разобралась с соперницей. Отыгралась с Ромалепи. Здесь потеря Дудко. И в никуда. Этот пас от капитана Немана в никуда. Ну, вот так, в принципе, наверное, осенью и было. Потеря уже всякой мотивации. Динамо становится чемпионом, поэтому спокойно вот сгоняли в эту безголевую ничью в Гродно. Ну, а здесь уже Зуверату нарушает правила. Ну, и это красная карточка. Вторая для Зуверату. Желтая была, ну, и она вот превратилась в красную. Ну, и вот... Я напророчил, будто бы Гродно остается в 10-ром. Ну и Дмитрий Коваленок здесь общается с резервным арбитром вместе с Екатериной Ковальчук. Ну, не знаю, это есть вообще компетентный орган, и есть Борис Ковалевский, могилевчанин, который оценит работу Дмитрия Жаховского. Ну, он, конечно, сегодня навыдавал эти карточек просто ворох. Ну, не знаю, при такой игре, я думаю, можно было бы где-то Гродно и пожалеть, да? Потому что, ну, 10-ром им еще сейчас сложнее станет. Попова... Да, как будто бы в игру не очень вошла. Вот такое одно из первых действий в простой ситуации. Мяч в аут Настя отправляет. Сисе. Булания Дабда на Казакевич. Вот Вика, многостаночник. Она тебе и слева, и справа. Но, конечно, скорость ее тоже впечатляющая. Я не знаю, в Беларуси она, наверное, по этому показателю, ну, может быть, Симпора той самой могла посоперничать. На тренировках единственное только. Конечно, очень бегущая девчонка. Авдейчик на Бельмач. Ну и здесь уже Казакевич, я думаю, получит желтую карточку. А у нее-то есть, по-моему, уже она, насколько я помню. Да, ну здесь, конечно, в условиях Динамо Юни, когда мы здесь в таких условиях, ну, достаточно спартанских находимся. Ну, помечать эти все желтые карточки не очень хочется. Да, это была вторая, я все-таки не забыл, карточка Казакевич. Поэтому у нас составы, желтая вторая сейчас предъявляется, была уже до этого. И составы у нас уравниваются. Но там еще и Джульетте Нане снова нужна помощь. Но давайте смотреть Зуверату. Не сыграет против команды АБФФ У-19. Ну, невелика потеря. Конечно, в твоей встрече никаких проблем у Гродно не будет. Да, вот такой у нас чемпионат. Да, выразился пресс-секретарь Гродненского Немана. Сами знаете, как о нем. Я вслух, дабы слишком не злить там разных людей.
не буду их произносить, но, в принципе, я с этими словами, конечно, согласен, да. Все очень понятно во многих матчах сразу же. Так вот, против АБФ Завороту не сыграет, ничего страшного. А Казакевич не сможет сыграть против своей команды, которая ее вырастила и воспитала, против Зорки БДУ в следующем туре. Ну и думается, что в таком случае Попова как раз-таки выйдет с первых минут на свою позицию правого защитника. Ну а слева там уже спокойно будет действовать Эстер Ромалепе. Попова вбрасывает на Стешко, Рода, Линник, просит мяч Пилипенко, но там не проходила эта передача, решила Линник сыграть на Вованию Дабду. Здесь потеря Логинова. 9 человек сейчас у гродненской команды на поле, потому что до сих пор Джульетте Наня помощь оказывают. Да, и африканок уже у Немана вот сейчас прямо на поле нет. И легионерок вообще нет, потому что и Долматова уже вне игры. Перехват, Линник, Филипенко, на Стешко, Валюк. Перед Валюк есть пространство, перед ней Кенда. Валюк смещается в штрафную, бьет, но выше ворот. И вторая замена в составе гродненской команды. Барташевич Татьяна. Да, сегодня она растворилась как-то на поле. И вместо нее Наталья Качан. Да, эту девушку мы тоже хорошо знаем по выступлениям за белорусские клубы ранее. Ну вот была у нее пауза футбольная, но сейчас она возвращается на поле. Большой футбол, ну и защищает честь гродненского клуба. Нана в игру вступила после того, как ей оказали помощь. Валюк. Валюк стала действовать уже более своей привычной позиции инсайда, но Стешко, когда вышла уже нападающая, это определенно ясно, давно Дарья выступает в качестве форварда. Ну а здесь нарушение. Линник у мяча. Пилипенко там рядышком. Ну что, будет Линник, я думаю, выцеливать туда в дальний угол. Напомним о росте Авдейчик. Она не совсем выделяется такими прям данными по антропометрии вратарскими. И ну давайте посмотрим, что здесь. Удар по воротам нет. Все-таки не подняла мяч Линник. Легко сыграла Авдейчик на линии ворот. Ошибается Житко. Ну и здесь пас в никуда. Там нарушила правила, правда, Сиссе на Харитончик. Мяч здесь ближе к центральному кругу нужно установить. Быстренько разыграла с Татарин штрафной Логинова. Снова Татарин. Качан. Ну, в одного опорника теперь гродненская команда играет. И 10 на 10. Поэтому тут уже такое более разряженное пространство в центре поля у нас наблюдается. Ну, а Качан левого вингера исполняет. Вот сейчас она здесь встречать будет Попову. Ну, Попова поперечную передачу на Линник делает. Валюк. Логинова. Просто вперед и в аут. Ну что ж, получается, да, Динамо БГУФК за своих мужчин, проигравших сегодня Гомелю, вот так вот отомстила. Пусть и не гомельской команде, а гродненской. Вне игры, наверное, первый офсайд в этом матче. До этого я не припомню подобных вот вещей в нашей игре.
И Авдейчик думает, сейчас Вика ищет. И говорит, сужаемся, девчонки. Перелетает мяч Линник, на месте Сисе. Да, вот Сисе мяч точно едва ли может перелететь. Очень габаритная и высокая футболистка. Снова вне игры. Рода Малауди на сей раз оказывается в офсайде, да. Ну и снова команда, да, руководит своими партнерами. Виктория Авдейчик. И снова далеко вперед. Борьба здесь не получилась. Но в Попова одно касание. Туда вперед мяч направляет. Ничего здесь не придумывая. Ну а может быть что-то интересное получится придумать у Наны. Нет, снова ошибка. Опережает Логинову Линник. Стешко на Валюк. Ну и здесь Валюк помогают. Несутся вперед Стешко, Пилипенко, Рода. Но Кенду так просто не пройти. Как мы хорошо знаем. Ромалепе. И аут в пользу Немана. 87-я минута. 2-0. Напомним, Шлапакова и Линник стали авторами этих забитых мячей. Ну вот до третьего тура лучшим бомбардиром была Нана. На ее счету 10 голов. Ну, собственно говоря, она, я так понимаю... Хотя нет, нужно здесь там считать, сколько много там назабивали футболистки из Минска. Поэтому не буду я здесь говорить, кто сейчас прям лучший бомбардир чемпионата. Ну, кто интересуется женским футболом, потом об этом узнает. Кому интересно. Не стартанула, наверное, вовремя Попова сейчас на эту передачу, откликаясь на эту передачу от своей тезки Линник. Ну да, и капитанская повязка после удаления Казакевича ей на рукав перекочевала. Да, вот так вот упорно Пилипенко открещивается от нашивки капитана. Интересно, почему? Ну что, здесь может быть спурт, забег от Джульетты Наны. Может быть, здесь что-то получится. Получается выудить угловой. Вот так вот на уже 89-й минуте мы увидим. Не так и много было во втором тайме стандартных положений у ворот Лосевич. Ну и никаких не было вообще угроз ее воротам. Но вот отличие от тайма под номером 1. Виктория Бельмач у мяча возле углового флажка, и навешивать она будет, но очень уж неудачно это делает. Ну и нужно торопиться у Лосевич, она играет на Сисе. Попова. Ну что придумает Настя? Ошибается Настя. Дудко нужно наказывать. Нужно наказывать Динамо. Дудко делает первый удар в створ ворот во втором тайме. Но снова-таки не сильно и по позиции Лосевич. Да, Попова, конечно, абсолютно в игру не вошла. Настя без обид. Но так и есть. Сверху лучше видно. Ромалепе играет здорово Татарин головой. Но на подборе, опять же, вот никого нет. Подустали, конечно, заметно футболистки Немана. Да, вот весь матч обороняться это сложновато. Попова. В центр на Стешко. Ну, Стешко, кстати, совсем тоже ничем не отметилась. Вот Валюк больше надо выделять. Она, правда, и переместилась на свой профиль. Ну и воротам угрожала. Может быть, сейчас. Нет, передачу все-таки делает. Ох, какой момент. И здесь Рода не по правилам играет. Но я думаю, что вот Валюк можно было и попытаться самой пробить.
Посмотрим, сколько рефери добавит. У нас, да, 4 минуты целых. Ну, было 2 удаления, было много замен, были остановки для того, чтобы футболисткам оказать медпомощь. Поэтому, ну, да, целых 4 минуты. Хотя в этой игре уже все понятно. Поздравляем Динамо БГУФК с завоеванием очередных очков. Их становится в копилке 12. Ну и Неман, соответственно, терпит первое поражение. Ну и в турнирной таблице двоевластие у нас на вершине. Минск и Динамо БГУФК. Кто бы мог подумать, скажете вы иронично. Ну, конечно же. Естественно, что и по-прежнему столица правит бал в женском футболе. Ну что, здесь Валюк? Нет, Авдейчик не позволяет отличиться Ромалепе, страхует ее сейчас Пилипенко, не дает пройти вперед по флангу Джульетте, ну и ошибается с пасом Дудко. Все перекрыто. Ну, Динамо, конечно, добивается победы, но по игре есть в команде большие вопросы. Ну что ж, последнее у нас мгновение этого противостояния. Событийным, в принципе, матч на голы не очень-то получился, что очень хорошо. Но вот, что касается предупреждений и удалений, да, здесь, конечно, я думаю, Дмитрий Жаховский где-то даже и перестарался. Сперва оставил Неман в меньшинстве, потом и вовсе, да, здесь Стешко все-таки, да, не забивает уже в компенсированное время, хотя момент был хороший. Потом уравнял составы, выдворив с поля Казакевич. Но вот так, интересно все у нас развивается. Больше, конечно, да, вот будет на стадионе по улице Семашки Вика вот в качестве гостя, да, у себя дома в следующем туре и будет болеть за свою нынешнюю команду. Ну, это всеми фибрами души поддерживает, да, но вот помочь никак не сможет. Линик продвигается вперед, себя там Валюк предлагает. Ну, Валюк здесь, да, может и с Наной потолкаться, почему нет? Что и делает. Уже из последних сил обороняются гродненские футболистки. Бельмач. Сейчас мы видели мяч. Вынесла просто-таки туда. В заграждение стадиона «Динамо» Юни. Но эта вот арена стала домашней для команды АБФ У-19. Тоже к концу мая, сказал мне представитель Динамовского клуба, вот объект должен уже быть сдан, все работы завершены, поэтому ждем этого момента. За женскую команду будут приходить болельщики, да, поддерживать ее, приходить на трибуны. Ну, есть на это надежда, во всяком случае. Ну и любители женского футбола, я думаю, что тоже будут не против посещать матчи как Минского «Динамо», так и АБФ. Выигрывает борьбу в воздухе у Харитончик Волания Дабда. Попова. Ну и все, дает Дмитрий Жаховский свисток, который сигнализирует об окончании матча. Напоминаю, Анастасия Шлопакова и Анастасия Линик стали авторами 2 мячей «Динамо». Поздравляем команду с победой. И с вами все это время был комментатор Андрей Ильеня. Услышимся на белорусском футболе. Счастливо, до новых встреч!